Здравствуйте! На телеканале Казах ТВ программа «Национальная кухня». Сегодня мы будем готовить корейское блюдо. Я более чем уверен, это будет очень вкусно, так что не переключайтесь. А в гости к нам придет Игорь Минич. Для меня приготовление еды – это хобби и своеобразный ритуал расслабления. Мне удается ни о чем не думать, и это так приятно. Я только думаю о том, что я сейчас кого-то накормлю, и я стараюсь в это вложить всю душу. Игорь, тезка, здравствуйте. Здравствуйте, Как Игорь. ваши дела? Благодарю вас, чудесно. Очень непривычно, так сказать, Игорь с Игорем, когда общается, но для меня, по крайней мере, потому что мне всегда казалось мое имя редкое. Наверное, блюдо мы тоже будем готовить сегодня какое-то необычное и редкое. Блюдо это хе. Это блюдо корейской кухни. Достаточно такое с глубокими китайскими корнями. У меня очень много друзей корейской национальности. Вот, и я часто бываю у них дома. И вот, как всегда, вы знаете, лучше всех готовит бабушка. И, так сказать, она хранитель всех традиций. Вы взяли ее рецепт. Совершенно верно. Ее Очень. рецепт мне понравился больше всего. А давайте мы с вами начнем готовить. Да, давайте начнем. Вот Что у нам нас для здесь этого нужно? чудесный судак. Мы сначала его разрежем вот так вот. Наполовину, да? Да, мы его разрежем наполовину. Вот. А затем мы будем резать его вот такими полосками. А какие еще вы блюда любите? Мне, например, нравятся все корейские салаты. Они чудесные, с небольшой остротой. А Это вот- хе, само хе, оно тоже не исконно корейское блюдо. Его корни находятся в Китае. И это блюдо когда-то называлось хве и было очень модно и популярно в эпоху Конфуция. А в XI веке, благодаря какой-то эпидемии, я уж не знаю, в общем, это блюдо исчезло из Китая. А корейский И возникло народ в Корее. сохранил, так сказать, отзвуки этого блюда. Кстати, оно очень популярно и в Южной, и в Северной Корее. Национальная кухня – это в своем роде душа народа, потому что она выражает образ жизни, его историю. Нравится любая национальная кухня, и я думаю, что любая национальная кухня любого народа, она достойна уважения. И вот сейчас самый ответственный момент, чтобы все знали. Многие часто сначала солят. Ни в коем случае. Сначала рыбу нужно замариновать. Вот на такое количество достаточно 1 ложки уксусной кислоты. Мы закроем все это пищевой пленкой и отставим, и продолжим дальше. Лук делаем так, полукольцами. Я начну, а вы продолжите. И вот так тоненько. Окей, вперед. Хорошо. Меняемся досточками. Давайте поменяемся. Окей, а я морковкой занимаюсь. Продолжим наш разговор о кухне. Мне очень нравится готовить. Это меня успокаивает. И, наверное, каждый раз что-то новенькое. Очень люблю все, что связано с морепродуктами. А, естественно, здесь ближе всего тайская кухня. Вот блюдо тайской кухни это для меня, так сказать, верх. Как-то я сам пробовал приготовить такой знаменитый Том-ям. том-ям, да. Вот. Но я себе поставил твердую 2 с плюсом. Чеснок вижу. Давайте я Да. тоже вам помогу. Да, вот один и я один. Этого нам будет вполне достаточно. Мы сейчас сделаем еще один маленький соус. Вот столько перца будет То есть достаточно. мы перец будем мешать с маслом, насколько я понимаю. Да, но не просто так, а для того, чтобы открыть его вкус.
сюда чуть-чуть чесночку добавим, буквально чуть-чуть. Возьмем сковородку. Вот у меня здесь кунжутное масло. И мы просто его сильно разогреем. О, все, масло нагрелось. Вот такое чудо. Все, мы можем выключить. А сковородку мы уберем. Дальше. Все, мы начинаем собирать Наш салат. наш салат, да, наш ахе. Вот мы открываем его. И... О чудо, оно уже сварилось. Теперь самое... Уксусе мы все. Давайте я. Теперь- Это нам не нужно, да? Нет, не нужно. Теперь самое главное. Вот она беленькая. Это рыбка. Это судак, кстати. Сварилась. Вот теперь мы его солим. Соли нужно ровно столько, сколько вы бы вот просто, если это была рыба, допустим, просто вареная или жареная, сколько вам нужно, чтобы посолить? Лук, Мы добавляем. Чеснок мы тоже, да, наверное, Да, будем чеснок. добавлять Да, для да. пикантности? Можно закидывать. Прям его. сразу, весь? Да. Чуть-чуть я забыл. Мы чуть-чуть, Сахара. да, чуть-чуть кинем сахара, совсем чуть-чуть вот. И теперь мы заливаем нашу остроту. И сейчас мы сюда еще чуть-чуть добавим вот соевого соуса. Это тоже достаточно неплохо. Вот. Стоит отметить, дорогие телезрители, что любой из ингредиентов можно добавлять по вашему вкусу. Если вы Да. что-то не любите, то можно это заменить. Конечно, и не добавлять. Кстати, надо продолжить с черным перцем. Да, это он. Черный перец. Мне очень нравится его запах, и поэтому я с удовольствием его добавлю. Если красный мы добавили, чтобы стало острым, то это для запаха. И для пряности. И для скорее пряности. Так, теперь мы добавим самый важный и интересный ингредиент. Это молотая кинза или кориандр. Вот я здесь подготовил и... всего. Вы изначально измололи, Да, я изначально его смол. Разница в том, что если вы сами помололи, то запах просто невероятный. Так, и теперь я очень люблю добавлять еще свежую кинзу. Это сочетание свежей кинзы. Давайте я ее порублю, а то я Давайте. без дела стою, мне уже даже Держите. есть будет неудобно. Держите. Вот еще, пусть будет побольше Хорошо. ее. То есть это мы и для цвета, и для И вкуса. Да. А вот для пикантности мы чуть-чуть добавим укропа. Вообще-то в корейской кухне они не добавляют укроп. Но я один раз добавил, и мне очень понравилось. Он как бы придает чуть-чуть свежести всему этому. Ну вот, а теперь нам нужно мешать. И буквально через 2 минуты наше блюдо будет готово. Да. Ну, вот и все. Давайте попробуем, Пробовать. что же это получилось. Это получилось изумительно. Реально вкусно. Игорь, огромное вам спасибо, что сегодня пришли к нам в студию. Успехов вам в творческой жизни и в личной. Большое спасибо. Ну и вашей передаче тоже. Огромное вам спасибо. Дорогие телезрители, смотрите нас на телеканале Казах ТВ. А самое главное, готовьте вместе с нами.